sich an uns an und nicht andersrum. Ihr schreibt von Lernberuf, Projekttagen oder Herausforderungen. За звание лучших борются более 250 знатоков русского, немецкого языков и литературы. Желающих поучаствовать в Олимпиаде становится с каждым годом все больше. Одна из них – Хава Хамхоева. Это не первое ее интеллектуальное соревнование. Возможность проверить свои знания выпадает ученице третий год подряд. Участвую на олимпиадах по русскому языку, русской литературе. Также участвую в олимпиаде по ингушскому языку и литературе и по истории. Задания, в принципе, да, они меняются там различные конструкции, которые вводятся в задание, но, в принципе, теория остается одной и той же. То есть, если ты хочешь подготовиться к Олимпиаде, ты просто должен повторить материал, который был тобой изучен ранее. Соревнования носят открытый характер. Принять участие в них могут не только местные ребята, но и учащиеся из других регионов и даже стран. Попробовать свои силы они могут в 14 дисциплинах. Им предлагают выбрать на свое усмотрение один или несколько профилей. Я решил участвовать в этой олимпиаде, потому что мне удается учить эти иностранные языки, к примеру, как немецкий, английский, и они мне хорошо поддаются. Олимпиада проводится с 2011 года и уже успела стать доброй традицией для филфака. Соревнования проходят в 2 тура – дистанционный и очный. Школьники, успешно прошедшие заочный этап, могут попробовать свои силы во 2-м туре. В этом году первый этап собрал более 2500 человек, 1024 из которых прошли в следующий этап. У нас в этом году она проходит очный тур с 5 по 13 апреля. Дистанционный состоялся с 8 по 28 февраля. При дистанционном туре с 9 до 24:00 любой желающий может зайти на сайт и ответить на вопросы. Олимпиада дает возможность реализовать свои возможности, повысить свой творческий потенциал. Также вузу тоже это впрок, потому что мы имеем возможность более ориентированных школьников получить в качестве абитуриентов и будущих студентов. На выполнение заданий очного тура ребятам дается 3 часа. Этого времени вполне достаточно. После интеллектуальных соревнований у школьников есть возможность лучше познакомиться с самим факультетом, устроив небольшой экскурс. В каждой кафедре на филологическом факультете есть свой клуб, где проходят разного рода мероприятия. Мы их ознакомливаем с деятельностью нашей кафедры, чем мы занимаемся, проводим с ними дискуссии на разные вопросы. Вот в таком ключе все проходит. Олимпиада дает школьникам прекрасную возможность реализоваться в жизни. Победители имеют право повысить баллы, заработанные на едином государственном экзамене, до максимума по профилю дисциплины. Тамара Хашагульгова, Адам Далаков, Новости 24.